Конференция футбольного клуба «Истач» в преддверии матч Республики Беларусь сезона финала матч Республики Беларусь сезона 2021. Главный тренер Паськов Артем Александрович и полузащитник «Истач» Максим Якишев. Пожалуйста, ваши вопросы. В составе «Истачи» есть игроки, которые так или иначе связаны с клубом ПТ, которые играли в Дубле. И не только игроки. Да. Один из них здесь. Скажите, пожалуйста, насколько этот фактор может повлиять на завтрашнюю игру? Ну, я считаю, что только в положительную сторону может повлиять для ребят. Будет дополнительная мотивация для них. Поэтому нам точно не помешает то, что эти ребята как-то связаны с БТ. Завтра 30-й времени финал. Подскажите, какой, может, из предыдущих вам запомнился и чем, например, Виталий Заковский сказал, что запомнился финал Витебска 2002 года. Может, свой выбор? Ну, не знаю. В 30 же мы не принимали участие, всех не помню. Поэтому, да не знаю, но кубковая игра всегда же она событие. Кто бы мне не встречался, и когда бы это ни происходило, и на каком бы уровне это ни происходило. Потому что это всегда эмоции, это всегда накал. Это один матч, который отделяет обе команды от титула. Поэтому, наверное, они все интересны по-своему. Можно даже сказать, это отчасти драма такая, потому что второго шанса ведь не будет. Именно в этом противостоянии. Поэтому это всегда интересно. По-своему. Конечно, те, кто выигрывали финалы Кубка, как футболисты, могут сказать, что они это запоминали. Но удавалось и выигрывать, и проигрывать финалы Кубка, поэтому надеемся, что наш юбилей станет самым интересным. Стремимся к лучшему. В вашем шансе для вас это первый финал Кубка Беларуси? Как для тренера? Как тренера, да. Ну, да, и как для тренера. Насколько вы готовы войти в историю? В историю. Мы уже вошли в историю. Для Истача это первый финал за всю историю существования клуба. Наверное, нет большой разницы для меня, это первый или 20-й, или 30-й. Еще раз говорю, мы очень рады, что мы играем в финале. Ребята заслужили это своей работой, своим отношением к футболу. Они доказали это на футбольном поле, что они достойны играть в финале. Поэтому мы будем получать удовольствие от того, что мы находимся здесь. Будем пытаться показать наш лучший футбол. Все решится на футбольном поле, я надеюсь. Артем Александрович, смотрите, это может быть предположение, но тем не менее. Вы же вышли в финал, Истач, это по сути уже победа для вас большая, да? Нет. В отличие от вас, вот, опровергните, на вас поэтому будет куда меньше давления. Вы согласны с этим, а легче будет играть, Да, у нас нет вообще никогда никакого давления. Я не могу понять, что значит есть давление. От того, что... прекрасно, кто-то может, общественность не оказывать давление, может, люди сами на себя оказывают давление и быть требовательны к себе, это одна ситуация. Или может быть полностью наоборот, здесь сложно судить. Нам сложно судить, какая ситуация в БТ. Я говорю, я могу сказать за нашу команду, мы очень рады находиться здесь, мы получаем от каждой минуты пребывания здесь удовольствие. Это наша самая главная, наверное, задача. Мы должны сделать максимум того, что можем, и дальше будем смотреть, к чему это приведет. Ожидания у нас есть свои, на то они и наши ожидания, чтобы остаться у нас. Про финал. Отсутствие опыта финальных матчей у команды как-то сыграет определенную роль завтра? Только можем завтра узнать, как оно сыграет. Но опыт надо когда-то получать. Пока не попробуешь, пока что-то не сделаешь, опыт невозможно получить. Опыта есть какие-то вещи, которые ты делаешь, потом анализируешь, снова повторяешь, делаешь выводы и двигаешься дальше. Все-таки это футбол, мы же не в волейбол будем играть в финале. А в футбол мы играли до этого, значит все нормально. Помимо наслаждения игроков
тем, что они завтра будут играть в финале. Какие эмоции еще испытывают игроки, команда? Они воодушевлены тем, что они попали в финал и будут сражаться с таким серьезным соперником, или, быть может, присутствует момент мандража у игроков? Ну, опять же, понятно, наслаждаемся, это да, но если бы ребята не были мотивированы, если бы не были амбициозны, наверное, мы бы тоже здесь не оказались. Соответственно, те игры, которые мы в этом сезоне и в прошлом сезоне команда сыграла в кубковое противостояние, это всегда, я говорю, такая отдельная история, это не чемпионат. Ну, наверное, эта мотивация и привела сюда команду. Поэтому, естественно, нам остался последний шаг. Мы не приехали просто сюда на экскурсию. Мы ставим определенные задачи. Ну, а для чего? Если не за победу, тогда не надо было ехать, сэкономили бы на солярке бы в автобусе. Вопрос к игроку команды все-таки. Я думаю, у борисских футболистов, и даже которые молодые ребята, все равно уверенность тоже серьезно есть. Команда такого уровня. Вот для тебя лично, ну, что завтра? То есть, а завтрашний матч ты как думаешь вообще? Переживаю ли я завтрашний матч? Ну, не сказать, что сильно переживаю. Есть какое-то волнение внутри, потому что для меня, например, и для многих ребят из нашей команды это такой первый серьезный матч, первый финальный матч в нашей карьере. И говорить о том, что не переживаю, мне кажется, глупо. Да, есть волнение, но я думаю, с первым касанием мяча это волнение уйдет у каждого из нас, и мы будем добиваться результата, достигать этого результата завтра. С каким настроением вообще команда подходит? Ну, ты как видишь к этому финальному матчу? Это для игроков первый финал, для команды первый финал. Ты как чувствуешь сам по себе? И из игроков только Комаровский побеждал в финале. Из 204 команде, может быть, ему обращайтесь за советом, либо он как-то с вами разговаривает в личной беседе. Я отвечу на этот вопрос так, что в нашей команде даже не всегда приходится обращаться за советом. Его всегда дают нам не только Дима Комаровский, и тренерский штаб всегда нам подсказывает в той или иной степени, как нам нужно готовиться к играм, что нужно, например, делать перед играми и так далее, и в самих играх как себя вести. Вот. Эмоции у команды, я скажу, только положительные, потому что каждый из ребят об этом, мягко говоря, мечтал, можно так сказать. Каждый хотел этого, и мы по пути к этому финалу, мягко говоря, прошли действующего чемпиона страны, и сейчас встретимся с 15-кратным чемпионом страны, и каждый хочет быть все выше и выше, и мы будем стараться завтра победить. Артем Александрович, вопрос. Может быть, по кадровым потерям какой-то расскажете, кто не поможет завтра в финале, на кого, может, рассчитывали? Все помогают, даже те, кто не играет, нам всегда все помогают, поэтому мы уверены в тех ребятах, которые сегодня есть в наличии на эту игру, и мы сильны в том числе и коллективом, да, у нас хороший, подобрался такой, как можно сказать, сплав опытных ребят и большая группа молодежи. Такая хорошая химия есть в команде, где опытные футболисты помогают ребятам. Даже те, кто не играет, то, что Макс сказал, там где-то своим советом, где-то поддержкой своей, они помогают ребятам прогрессировать и показывать там лучший футбол от игры к игре. Поэтому нам завтра все штыки нужны, даже те, кто не могут выйти на футбольное поле. И они все будут здесь, они будут с нами, будут нам помогать, и мы вместе будем бороться за титул. Еще вопрос. Вы уже встречались в БТ в чемпионате, да, было крупное поражение. Какой-то итог, не итог, проанализировав ту игру, поможет ли это завтра вам? То, что уже сыграли, на себе прочувствовали этого соперника? Ну, естественно, легче играть, когда уже встречались, когда уже в бою друг друга мы изучили. И понятно, что может и одна, и вторая команда какие-то сюрпризы преподнести, но, в принципе, хорошо известны возможности БТ. Да, было удаление в первой игре, сложно, да, заслуженно соперник победил по счету. Нам сложно 10-ром было противостоять. Но, опять же, это опыт. Команда молодая, мы от игры к игре, в каждой игре пытаемся взять что-то для себя, для того, чтобы прогрессировать и двигаться вперед. Для этого нужны попытки, мы их совершаем, где-то успешно, где-то менее успешно, но из каждой игры мы пытаемся вынести для себя что-то позитивное, хорошее. Ребята хорошо реагируют на наши какие-то, да, замечания, на наши просьбы, да, и будем надеяться, что
сценарий тот, который был Шахтером, да, там, где мы в чемпионате встретились, и в Кубке нам помогла эта игра. Здесь мы какие-то выводы для себя сделаем правильно, это поможет нам завтра. Ну, заключительный вопрос, наверное, тоже и Максиму, и Артему Александровичу. Что бы вы через пресс-конференцию хотели бы сказать болельщикам, которые верят, которые завтра приедут, что им ожидать от этого матча? Первый отвечу. Конечно, Максим, всегда тебе, молодым всегда у нас дорога. Что я могу сказать точно, это я ручаюсь даже за всех, за всю нашу команду, что на каждом участке поля мы будем противопоставлять себя и давать борьбу, оказывать давление на команду соперника. И я уверен, что завтра, как и во многих предыдущих играх и в будущем, мы будем отдавать всего себя. И пускай болельщики верят в нас, поддерживают, и мы всегда их слышим и благодарны за то, что они всегда с нами, поэтому пускай верят в нас. Ну, да, у нас может быть не такая многочисленная, но преданная группа болельщиков, они на каждую игру присутствуют, поддерживают, всегда рядом с командой, и знаем, что многие приедут в Гомель завтра и поддержать нас, поэтому еще раз говорю, как и те футболисты, все вот то, что у нас есть в клубе, да, наш вот эта боевая единица, они точно такая же наша боевая единица, они точно так же нам помогают. Поэтому то, что Макс сказал, мы благодарны, что они есть у нас. Мы надеемся, что своей игрой мы попытаемся увеличить их количество, и чтобы за нас еще больше переживало и поддерживало нас. Понимаем, что можем сделать это только своей игрой, своей самоотдачей, своим желанием, да, привлечь новых болельщиков. Поэтому мы рады, что они есть у нас, и мы постараемся завтра их убедить, что они не зря за нас болеют и не зря нас поддерживают. Спасибо.